Уличное освещение – одна из важных составляющих безопасности и повышения качества жизни граждан. Горсвет в рамках реализации очередного этапа программы «Светлая столица» продолжает подключать опоры освещения, добавляя света в темные улицы Якутска. Людмила Басыгысова продолжит. Семен Христофоров уже 37 лет работает водителем автовышки. Он ветеран предприятия «Горсвет». Его задача – помочь электромонтерам подключать к освещению улицы столицы и ее пригородов. Сегодня его бригада работает в селе Хатасы. Нынче поставили, вот видите, новые деревянные опоры стоят. И новый СИП, значит, новые светильники. Поэтому, как говорится, все к лучшему делается. Все для людей, чтобы светло было главное. На сегодня в селе Хатасы по 3 улицам подключено 60 опор наружного освещения. Общая протяженность строительно-монтажных работ в наследии составляет более 4 километров. Наконец-то у нас появилось уличное освещение в таких улицах, где вообще не было освещения. Люди, конечно, рады. Да, проделана очень большая работа. Она еще не завершена, конечно. До конца года планируется еще подключение уличного освещения. В 2020 году власти Якутска выделили на строительство и реконструкцию линии освещения 20 миллионов рублей. Это в 2-3 раза больше, чем было раньше. В эти дни завершается ввод 13 объектов. В том числе проведено освещение 9 улиц в пригородных селах. В основном-то стараемся совместный подвес по опорам Якутскэнерго для удешевления. Но все равно поставили около 250 опор своих, где металлические, где деревянные. Проложено 8,5, чуть больше километра провода. Ну и светильники. В основном ставим сейчас светодиодные. Работы в рамках программы «Светлая столица» идут с опережением плана. В селах Маган, Хатасы, Пригородный, Владимировка, Тулагино-Кильдямском наследии и городе Якутске. Людмила Басыгысова, Роберт Набиев. Вести, Якутск.